Тэквондо – популярное боевое искусство, возникшее более 20 столетий тому назад в Корее и ставшее в наши дни современным многонациональным видом спорта. Этот вид единоборств располагает большим арсеналом приемов, более 3000, по количеству и качеству не уступающее китайскому ушу и японскому карате. В настоящее время тэквондо превратилось в современный любительский вид спорта, но при этом сохранив традиции и дух боевого искусства, которому следуют и наши ингушские спортсмены. Тэквондо – что это? Это известное во всем мире боевое искусство. Техника боя состоит из множества элементов. 12 стоек, 19 блоков, 13 видов ударов кулаками, 25 видов ударов ногами, фронтальный, боковой, ножницы с подшагиванием, с уклоном, круговой и другие. Могут использоваться удары открытой рукой, пальцами и прочие. Представляет собой многократное повторение одного движения. Делается сосредоточенно, сопрягается с правильным дыханием, своего рода практика медитации. В результате отработки приемов переходит на бессознательный уровень. Тело работает самостоятельно, рефлекторно, реагируя на выпады противника. Как и в других боевых искусствах, уровень мастерства спортсмена определяется системой поясов. Школа тэквондо имеет 10 уровней кыпов, цветных поясов. Следующий уровень после цветных – это черные пояса, которые соответствуют 9 данам. Спортсмены, не достигшие 15 лет, не имеют права носить черный пояс. Новый дан присваивается в случае за наработанное количество тренировочных часов. Тэквондо входит в состав Олимпийских игр с 2000 года. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины в категориях суперлегкого веса, легкого, среднего и тяжелого веса. Примечателен тот факт, что мастера основную ставку делают на развитие приемов боевого искусства с научной точки зрения. Может, именно поэтому научный подход определил тот факт, что на сегодняшний день спорт тэквондо – самый мощный вид единоборства. В его арсенале много зрелищных приемов. Дать знания, зажечь искру в детях – это сложно. Для этого нужно знать, как разговаривать с детьми, нужно понимать, чего хотят юные спортсмены. Тренеры Назрановской школы тэквондо неплохо справляются с этой задачей, чему свидетельствуют победы их подопечных на прошедшем турнире Северокавказского федерального округа. Значит, с 6 по 7 февраля в городе Грозном проходил турнир по тэквондо. В этом турнире у нас участвовали наши ребята. Если судить по результату, можно сказать, что мы достаточно хорошо выступили. У нас 1 первое место, 2 вторых и 3 бронзовые медали. Вот в финале у нас наши спортсменки встретились в финале. Там им пришлось между собой бороться, чтобы одна стала первой, естественно, серебряный призер, финалистка этого турнира, значит. Если сказать, еще были ребята, которых мы увозили, значит, даже которые проиграли, можно сказать, это не зря мы поехали, это для них был урок. Мы будем работать над их ошибками, исправлять их ошибки. Ну, пользу пошло. Вот, чем больше турниров, тем лучше для ребят. У нас есть план провести турнир, который пройдет в Магасе. Это Кубок Дворца спорта называется. Ну, там ребята посмотрят, на что они способны, значит. Ну, выявим сильнейшее. Ну, хороший турнир должен быть. Всех приглашаем. Родителям я хотел бы сказать, чтобы они побольше приводили детей сюда. Это вид тэквондо, это спорт современный. Ребята будут сильными, здоровыми. Мы рады будем их встретить в этом зале. Мы их примем и будем заниматься с ними. Несмотря на скептически настроенных людей, девушки в тэквондо делают не менее впечатляющие успехи. Когда девушка увлечена спортом, ее это только красит. Об этом можно судить на примере одной из воспитанниц Назрановской школы тэквондо Хади Евлоевой. Звездным часом для нее стал прошедший турнир СКФО в городе Грозном, Чеченской Республике.
Она успешно прошла всех соперниц, но споткнулась в финале на своей соклубнице Хави Пугоевой. Кстати, о ней речь пойдет ниже. В итоге, завоевав серебряную медаль, получив бесценный опыт, Хади попробует приятно удивить публику на соревнованиях, которые ждут впереди ее бойцовского пути. Я хожу 1 год. Мне нравится этот спорт. Мне папа посоветовал тэквондо. Потом я пришла в тэквондо. Этот вид спорта, тэквондо, мне дает здоровый образ жизни. Тэквондо мне пригодилось в жизни, потому что я могу за себя постоять. На последнем турнире, который я была, я попала в финал. И я встретилась с девочкой, которой я занимаюсь, и мы разделили призовые места. Моя главная цель – попасть в Олимпийские игры и завоевать золотую медаль. Советую всем мальчикам и девочкам позаниматься тэквондо, потому что он вас делает здоровыми и сильными. Что такое тэквондо? Этот вопрос часто задают болельщики рассматриваемого нами вида спорта. Тэквондо – это наиболее популярный сегодня вид борьбы. Все дело в том, что он уже на протяжении 18 лет является олимпийским видом спорта. Спортсмены в поединке наносят большую часть ударов ногами, так как удар рукой очков дает меньше. За удар рукой спортсмен получает максимум 1 очко, а за удар ногами судьи могут дать от 1 до 4 баллов. Все зависит от места, в которое пришелся удар, и от техники его выполнения. Спортсмены, которые выходят на бой, хорошо защищены. Экипировка буквально покрывает все тело. Бой выигрывает тот спортсмен, который набрал наибольшее количество баллов. Баллы считаются не только судьями, но и техникой. Судьи ведут подсчет баллов. Если удар пришелся в голову, количество ударов в корпус подсчитывает техника. Проходит это благодаря тому, что на бойцов надеты электронные жилеты. Соревнования по тэквондо приковывают внимание зрителей. Бои проходят в высоком темпе с частыми применениями эффективных приемов ногами, о чем мы говорили выше. Тренировать нужно и тело, и дух, и разум. Причем лучше всего делать это все одновременно, чтобы достичь гармонии. Ведь очень часто боец, прекрасно овладевший техникой, но не уделивший должного внимания психологической подготовке, проигрывает сражение более слабому технически, но обладающего более сильным боевым духом спортсмену. Позвольте представить вашему вниманию поединок нашего юного проспекта восточных единоборств Амирхана Богатырева. Давай, Амир! Вот икон! Вот икон! Амир! Уклон, атака, Аи! Вот икон! О, икон! О, молодец, Сагой! Я уже хожу 7 лет, и я особо не выбирал секцию, сразу пришел и остановился здесь. Я за эти 7 лет много участвовал в соревнованиях, набрался опыта. Недавно у нас был СКФО турнир, это был сложный турнир, мне удалось взять 3-е место. Я поставил цель выиграть чемпионат России, для этого надо усердно соревноваться, слушать установки тренера. Дал Эндер, я выиграю. Зарождение Федерации в России. Советские граждане, работавшие и изучавшие боевые искусства за рубежом, возвращались, привозили домой полученные знания. Некоторые в то время учили тэквондо при помощи зарубежной литературы. Более подробно об этом боевом искусстве советских граждане узнали от корейских студентов, которые учились в России. В 80-х годах восточные боевые искусства были запрещены в СССР. Запрет был снят только в 1988 году. В 1989 году в Россию уже были приглашены мастера тэквондо из Северной Кореи. В этом же году группа российских спортсменов приняла участие в турнире. Там наши бойцы, на удивление многих, взяли несколько медалей в тяжелом весе. В начале 90-х годов создаются 2 организации тэквондо в России – Ассоциация и Федерация. С 1991 года по этому виду спорта регулярно проводятся чемпионаты России среди всех возрастных групп. Сегодня в Российской Федерации можно побывать и на международных турнирах по тэквондо.
Такой боевой вид искусств, как тэквондо, с каждым годом становится все популярнее среди людей. Главная задача тэквондо, как и любого другого боевого искусства, обеспечить возможность выхода из трудных жизненных ситуаций с наименьшим ущербом для физического и психологического здоровья и максимально результативно. А также задачей тэквондо является обучить человека методам самозащиты и защиты своих близких и друзей. Если вы хотите из своего ребенка сделать хорошего бойца, то нужно начать именно с тэквондо. В основе тренировок большое значение отдается именно растяжке, не только ног, но и всего тела. Поэтому, если ребенок маленький, лучше его пока отдать туда, а не в кудо, самбо, карате. Очень большое внимание уделяется ударам ногами, поэтому без труда на расстоянии вытянутой руки до соперника эти бойцы могут дать ногой по голове. Очень рекомендую отдавать своих детей в начале их боевого пути именно на тэквондо. Там они хорошо растянутся и станут очень подвижными. Для того, чтобы освоить данную методику самообороны, потребуется затратить достаточно много времени и труда, однако результат того стоит. Для занятий тэквондо важна гибкость, выносливость, память, смекалка, мобильное мышление, а также умение при падении правильно сгруппироваться, чтобы избежать травм. Именно эти качества следует развивать у малыша. Даже если ваш ребенок в дальнейшем не проявит интереса к занятиям каким-либо видом боевых искусств, все вышеперечисленные навыки он сможет использовать в повседневной жизни. Но верхом проявления навыков станут чемпионаты и турниры, которые может привести только настоящий мастер тэквондо. Мы в основном работаем ногами. И у нас, как можно сказать, и растяжка хорошая должна быть, и ноги должны хорошо работать. Сперва разминка, потом мы делаем разные упражнения разминающие. Потом новички мы учим удары, а побольше, год, два, три, есть по 7 лет у нас ходят ребята. Они уже на спарринговую технику у нас обучаем, спарринговую технику. Я бы хотел сказать, что у нас тэквондо нормально и растет, и у нас и в Икажи, и в Карбулаке хорошая школа, и в Сурхахе хорошая, дворец спорта, Султан у нас Паланкоин работает. И часто, можно сказать, каждую субботу мы встречаемся здесь, делаем с ребятами вместе тренировки, спарринги делаем, встречаемся часто. Каждую субботу встречаемся, развиваются, надеемся, что хороший результат, добьемся хорошего результата. С 6 по 7 февраля проводилось первенство СКФО, одно из направлений тэквондо, ИТФ. И мы 11 человек повезли, участников, и 6 у нас стали призерами. Одна девушка первая, это Пугоева Гава, и Пугоева Хади вторая, Целоя у нас среди юношей вторым стал Магомед. И по юниорам у нас трое третьим стали. Богатырев Амурхан, Целоев, Тичоев Михаил и Салсанов у нас третьим стал. Я рекомендую заниматься тэквондо, конечно, что я лично более 20 лет в этом виде спорта, мне нравится. И думаю, ребятам тоже понравится. Пускай приезжают, посмотрят, понравится, могут здесь заниматься. Бытует ошибочное мнение, что девочки, занимающиеся тэквондо, становятся мужеподобными. Конечно, тело станет более крепким, однако женственность девушки, занимающейся данным видом единоборств, не теряют. Более того, сохраняют хрупкое телосложение. Мы с вами сейчас наблюдаем выступление чемпионки мира из Турции.
Гордость берет за нашу юную тэквондистку Хаву Пугоеву, которая оказалась вне конкуренции на прошедшем турнире Северокавказского федерального округа, прошедшего в Чеченской Республике в городе Грозном. На сегодняшний день это ее самое большое достижение, но она полна решимости и сил преподнести любой сопернице сюрприз и победить даже самых сильных спортсменок. Тэквондо я занимаюсь год, мне очень нравится тэквондо. Я смотрю много видео в телефоне, компьютере. Мне нравится, когда девочки дерутся. У меня была хорошая растяжка, и здесь мне пригодилось. Мои родители меня поддерживают в тэквондо. У меня хорошо получается. Я уже участвую в 2 турнирах. В том году в Махачкале я получила 3-е место. На последних турнирах в Грозном я заняла 1-е место. В первом бою у меня была девочка из Махачкалы. Она очень легкая была, но я победила ее. А с второй боя из Чечни я тоже легкая была. А с 3-й боя у меня была подруга, здесь занимается со счетом 4-0, я его тоже победила. Я буду еще заниматься сильнее в тэквондо. Хочу стать чемпионом мира. У меня для этого все есть, и желание, и поддержка моих родителей. Я советую мальчикам, девочкам заниматься тэквондо. Они вас делают сильными и смелыми. Название тэквондо дословно переводится как «путь, преодоленный руками и ногами». Этот вид единоборств подойдет каждому, потому что дает возможность развивать психологические, физиологические и умственные резервы человека, а также воспитывают силу воли, самодисциплину и воинский дух. В этом вы можете убедиться на примере этих юных спортсменов.